Сейчас дела посерьезней, будем устанавливать систему видеонаблюдения. Как бы все понимаем, что частный дом без системы видеонаблюдения это вообще сейчас как бы не актуально, поэтому надо и охрану, чтобы охрана была, как бы собаки у меня пока нету, поэтому будем охранять сами. Системой видеонаблюдения как бы намного будет безопаснее. Опять же, машину можно поставить на стоянке и уже не бояться, что ее кто-то там ударит, что-то зацепит и уедет. Как бы будет все фиксироваться. Поэтому мало ли там, что всякое бывает, злоумышленники там могут проникнуть на территорию. Поэтому тоже как бы все будет контролироваться, весь периметр, наверное. Ну и как бы входа, ворота, входная дверь, гараж, все будет как бы контролироваться. Вот. Ну, как бы для себя я плохую систему ставить, конечно, не буду. Поэтому выбрал я самое лучшее, что как бы по себе, по душе и как бы надежная, себя хорошо зарекомендовала. Выбрал я систему на векам. Ну вот он, видеорегистратор, видеокамеры. Видеокамеры будут 2-мегапиксельные, как бы мне больше не надо, и так пойдет. FC23W, короче, выбрал. Такие вот видеокамеры. Система видеонаблюдения будет у меня на источнике бесперебойного питания. То есть если свет уйдет или что-то, у меня еще часа 2 будет работать все без проблем. Регистратор у меня получается на Vicam 8-портовый. Это гибрид Pro версия. Я его как-то делал обзор, по-моему, 4-портовый. Вот. Ну, в общем, из этой же серии он. Такой вот хороший видеорегистратор. Распечатывал, все показывал, был обзор на него. Как бы могу даже ссылочку оставить. В принципе, наверное, оставлю, так и сделаю. Посмотрите еще раз. Так, вот видеорегистратор такой. Замечательный, в общем, он себя хорошо зарекомендовал. Под один жесткий диск он. Жесткий диск пока поставлю 500-ку, наверное. Разживусь, 3 терабайта поставлю, чтобы месяц спокойно записывал и не бояться ничего. Ну, пока 500-ки хватит, в принципе. Что я купил? Ну, вот сами, получается, эвепры 12,5, 13,5 ампер. Это получается 2 аккумулятора в него встает по 7,2 ампера, походу. 7 амперники. Ну, нормально, в принципе. Я говорю, как бы часа 2 будет все держать. Причем я отдельно поставлю один эвепор на видеорегистратор. И один эвепор у меня будет запитывать видеокамеры. Вот. Видеокамеры. Удобные они, в принципе, хорошие видеокамеры. Как бы показывать, картинка у них четкая. Единственное, мне что у них не нравится, это крепление. Как бы у Урваев у них крепление поудобнее будет. Ну, сейчас вот так покажу. Как бы металл очень хрупкий получается, вот этот. Поэтому с креплениями надо быть аккуратным. Вот эти вот 2 болта, получается, надо ослаблять хорошо. Ну и угол поворота, как бы. Бывают такие моменты, когда ее нормально не настроишь. Надо ее конкретно крепить уже под тот градус, какой ты хочешь выставить. Потому что бывает, если ты ее закрепишь, думаешь, хочешь выставить ее под угол как-то, чтобы картинка была красивая, не получается. Вот это вот крепление, оно не очень хорошее. Получается, ты ее вот здесь прокручиваешь, вот, она у тебя на 90 градусов встает, потом вот эту подкручиваешь, и потом надо, получается, ее по часовой стрелке крутить. Короче, не получается нормально выставить, поэтому вот, как бы с креплением не очень. А так видеокамеры хорошие. Можно, конечно, вот этот обломить, с ним надо аккуратно. Если ослаблять хорошо, то тогда не обломишь, а если будешь пытаться усилием, можно спокойно сломать вообще вот это вот крепление, оно очень хрупкое.
Вот здесь, что тут зазор? Сколько тут? 5 миллиметров. Тут металл очень как бы хлипкий. Ломается на ура вообще. Вот. Ну вот это такие рекомендации по видеокамере. Картинку потом покажу, когда запущу всю систему. Пока буду ставить 4 видеокамеры. То есть мне надо сейчас конкретно подъезд к гаражу. Там стоянка. На стоянку выставить одну камеру. Ну, в общем, покажу, как буду ставить. Вот, это я уже шкафчик подготовил. Евролановский такой нашел. Я уже подготовил все. Можно в него спокойно. Вот в него буду все ставить, полностью развязку. Плюс у меня еще будет локальная сеть. Дома своя локалка будет у меня. Вся развязка пойдет отсюда. Скоммутировано все здесь будет. Поэтому как бы все пойдет в дом. Розеточки дома будут стоять везде. Ну, интернет будет, раздача, Wi-Fi тоже будет. Все как бы вот в таких планах у меня. Это я уже себе мастерскую такую небольшую сделал. Уголок в гараже. Все перевез свое барахло. Все здесь буду теперь заниматься ремонтами, обзорами. Все такое. Как бы буду здесь работать, постигать азы радиотехники, так сказать. Вот. Такие вот у меня коробочки купил. В Тесле брал. Это для защиты от воды. Вот эти вот концевики будут туда прятаться. Поэтому каждая коробочка будет устанавливаться с видеокамерой. Ну и как бы защищать от влаги. Наконечники. По наконечникам. Как всегда купил вот такие вот под болт. Наконечники под винтик. С пружинкой. Удобные очень. Давно с ними работаю, только их покупаю. Под отжимку как-то я ими не пользуюсь, не так. Зачем мне удобно. Одну камеру поставлю вот купольного типа. Это у меня будет устанавливаться в помещении. Она без подсветки, обычная самая. Валялась, нашел, поэтому применю. Так-то камера вроде нормальная. В общем, буду за котлом следить с помощью нее. Также в гараже, может быть, поставлю видеокамеру, посмотрим, что еще. Ну, как бы так. Коммутатор. Коммутатор наш дает сотку, 24 порта. Попробуем его. Как раз под 19-ю стойку. Впишется как надо. Вот. Монитор поставится. Монитор будет здесь стоять тоже. Плюс еще эта видеосистема у меня будет. Я буду просматривать все с телефона, с онлайна. Подключу к облаку. Интернет подведу сюда. Ну и что еще? Так. В доме будет у меня тоже получается трансляция. Я там настрою компьютер с программным обеспечением на Викама. И по локальной сети он у меня будет связываться с видеорегистратором. И в доме, то есть, будет картинка дублироваться. Возможно, даже будет в двух комнатах дубляж идти. То есть этот компьютер будет постоянно работать, картинка постоянно будет показывать. Здесь будет, то есть, мониторчик работать. Дома будет у меня компьютер. И плюс еще на телефоны, на гаджеты подключу все это дело. Вот такие дела. Ну что, приступим к монтажу. По ходу дела все покажу. Ну, вообще, надо посмотреть точки обзора. Да, сюда одну видеокамеру будем ставить, получается. И будет она у меня смотреть стоянку. Стоянку и плюс кто подходит домой. Котельную одна камера встанет. Здесь получается дворовую территорию. Может быть, он туда повешаю.
наверх получается. Так, что еще? Одну камеру повесим здесь на угол, территорию просматривать будем. Скорее всего, на тот угол. Либо сюда. Ну, посмотрим, в общем. По ходу дела определимся. Все, коммутатор есть, закрепили. Сейчас будем готовить вепры к монтажу. То есть что нам надо сделать, получается? Вывести провода 12-вольтовую линию под наши, то есть видеорегистратор или видеокамеры. Вот она у нас 12-вольтовая линия. Здесь получается плюс, плюс, минус, минус. Я как делаю? Беру два плюса, объединяю их в один, чтобы больше ампер часов было у нас. То есть он сразу с двух батареек, получается, берет. И так он дольше у нас проработает. Либо и два минуса беру. Тоже сращиваю в один. И получается у меня один плюс и один минус. Все. Здесь 12 вольт. 220 вольт обычный. То есть я вот вилку подготовил. Сейчас я ее сюда буду колхозить. Это обрежется у меня часть. И концевики вот сюда вот подключатся. Все. И вепер у меня подключится к 220 и будет раздавать 12 вольт. И дальше у нас получается. Это у нас обычный плюс. Плюс на батарейке идет. Клеммам плюсовым подключается. Вот они, красным помечены. И синенькие у нас вот эти вот концевики с клеммами. Это у нас минусы. Вот к черным подключаются. Все, схема простая. Второй вепер тоже так же готовишь. В общем, один 12 вольт будет подключаться к видеорегистратору сразу, а второй, то есть будет со второго вепра видеокамеры будет запитывать. Все, такая вот схема будет у нас работать. Поэтому нам, то есть напряжение, то есть уход тока нам не страшен будет. Система будет дальше работать. Обрезаем нашу вилку. Кстати, вот ножик купил хороший такой, ТТМовский, КТМ, как он, ТДН фирма. Нормально, в принципе, режет. Зачистку делать нормально. Сейчас нам нужно конец так вот обрезать. Зачистить. У нас есть синий и коричневый, еще какой-то зелено-желтый. Вот этот зелено-желтый нам не нужен, мы его удаляем. Это у нас заземление. Заземления нету, поэтому оно нам не нужно.
Далее возьмем зачистку. Тоже ZDM взял зачистку. И вычищаем наши концы. Заводим сюда провод 220. Вот. Сюда вот в дырку просовываем. И вот так вот они у нас подключатся к клемнику. Эти концы большие оставлять не надо, миллиметра 2. Вот так, чтобы не торчали. Все, могут замкнуть или еще что-нибудь. Чтобы он туда полностью утопился, все, его болтом зажимаем. Вот тогда это будет аккуратная работа, красивая. Не так тяп-ляп некоторые делают. Концы торчат. Приходишь, просто ужасаешься у клиентов, когда что-то переделываешь или подключаешь с новыми руками. Сколько раз это такое. Некоторые клемники даже не дожимают, не затягивают, надо хорошо. Вот так. Чтобы вот этот провод не болтался вот так вот, ничего, надо его стяжечкой вот так делать. Еще перегиба. Хорошо затягиваем. Все, такой провод уже болтаться не будет. Соответственно, отсюда уже не выпадет. Ничего не замкнет, не коротнет. Все такое получается. Что еще? 20 подвели. Сейчас будем делать 12 вольтовый. На 12 вольт взяли два вот таких кусочка кабеля небольших, видеокабеля обычных ТВК. Вытаскиваем с него провода питания. Надо по факту 4 провода. Два красных, два черных. Для эстетики, для красоты, ну, чтобы понятно было, где плюс, где минус. Вот два у нас плюса, два минуса будет. Чтобы они одинаково длины были, чтобы они одинаково красивые. Концевики тоже чуть-чуть ровно были.
Зачистили. 2 плюса. Заводим их вот сюда. Вот так вот заводим сюда. Тоже немножко подрезаем. Затягиваем 1 плюс. И второй плюс. Все. Плюсы у нас есть. Вот 2 плюса. Потом берем их вот так вот. Зачищаем. Сращиваем в один. Все, по факту получается у нас сейчас, если их подключить по одному, то это будет с одной батарейки и с другой батарейки. А так он получается берет с 2 батареек сразу. То есть 2 батарейки хватает по времени дольше. Поэтому я вот так подключаю. Некоторые подключают сюда видеорегистратор, 1 плюс берут, и 1 плюс идет на видеокамеру. Но у меня 2 ветра, поэтому мне надо вот так его подрубить, чтобы максимальное количество часов увеличить. Так. Плюс у нас есть. Аналогично с минусом. Сейчас я рассказываю вообще подробно, как вот подключается система видеонаблюдения правильно. Не знаю, такие каналы я не видел, что полностью подробно все показывал. Ну, вроде есть. Как подключить видеокамеру, но так, чтобы систему. Это называется с нуля подключить видеосистему. Плюс затягиваем. Все крепко, все хорошо. Все. Что у нас получилось? Вот крупным планом. Вот 2 плюса, 2 минуса. Плюс срастили. Вот 2 минуса тоже. Сейчас мы их тоже. По цене 1 ветр стоит, по-моему, с батарейками где-то около 4900, 4800. Батарейки стоит по 900 рублей. Ветр где-то 3700, 3800. Ну везде по-разному цены. Все. Провода у нас есть. Аналогично здесь вот эти вот тоже плюс-минус. Желательно быть. Ставить тоже
делаем для себя, поэтому делаем качественно. А ты как бы делаешь всем качественно. Клиентам стараемся. Монтаж у меня нормально. Все по фэншую. Так. Вот у нас 12 вольтовая линия, вот 220 вольт. 1 электр у нас готов. Все, собираем. Сейчас нам надо сделать то же самое что со вторым. Но это уже снимать не буду. Так. Значит, берем наши 220 и включаем сюда вот. Так. Оп, питание пошло. Красная лампочка загорелась, говорит, что аккумуляторов у меня нету. Но это так и есть. Аккумуляторы чуть попозже покажу. И здесь у меня два концевика. Вот плюс, вот минус. 212 вольт должно быть. Так. Как показать-то? Мультиметр. О, даже больше показывает. 13,67. Ну, батарейки, когда поставим, будет близко 12 вольт. Там просадка будет. Также сейчас сделаем со вторым ветром. Также вот напряжение поднялось, лампочка сигнализирует, батареек нету. То же самое. Ну и все нормально с напряжением, вот все работает. Так вот его поставим. Сейчас пару саморезов и зажмем. И рядышком второй ставим.
Далее вот такие ваговские клеммочки у меня есть. Для чего они нужны? Сейчас покажу. Вот есть плюс. Есть ваговский клеммник. То есть получается, сейчас один сюда воткну. Вот плюс сюда подойдет. Это значит, у нас еще есть раз, два, три, четыре. Еще 4 плюса. То есть мы можем в этот плюс подключить 4 каких-нибудь гаджета. Ну там регистратор, камеры, еще что-нибудь. Можно 4 камеры подключить. Ну, в общем, вот так вот. У меня будет так. 4 штуки. Мне столько не надо, но пусть будет с запасом. Ничего страшного. Так, берем вот так вот. Один. Наполовину. Заводим сюда. Зажали. Все. Четкое соединение. Никаких тебе нету оголенных контактов и все такое. Один плюс есть. Также делаем второй. Отрезаем. Заводим. Очень удобная штука вообще. Никаких тебе зажимов, которые раскрутятся или еще что-то. Вот, все, никуда он не денется уже. Также делаем с минусом. Все аккуратненько получается, красиво. Все, раз. Все, по факту у нас 2 плюса, 2 минуса. С одного ивепра, с другого ивепра. Все вот так вот. Все. Питание для видеосистемы у нас готово. Пока ничего не подключаю. Все, пускай вот так вот выключено будет. Клеммники тоже минусовые, я пока не подключаю. Это уже в конце, когда будем запускать систему, все подключим. Пока нам короткое замыкание вообще не нужно. Так что вот такие дела.